Цветные игрушки, блестящие дождики, яркие гирлянды. Скоро долгожданный, всеми любимый праздник Новый год. К этому мероприятию готовятся все, и не исключение медицинское учреждение, особенно те, в стационарах которых лежат заболевшие дети. Конечно, неприятно, что вместо того, чтобы посещать новогодние утренники или просто радоваться празднику, некоторые детки с высокой температурой лежат в больницах. Маленькая Хадишка тоже стала жертвой вирусной инфекции под названием корь. Мы с ребенком поступили в пятницу после обеда в инфекционную больницу с корью. Ребенок заразился от брата, который ходит в школу. Симптомы у ребенка начались с легкого покашливания, с температуры небольшой, которая в течение 3 дней перешла в высокую. Все родители знают, что необходимо проводить профилактику детских инфекционных заболеваний, особенно если ребенок посещает дошкольное заведение, школу или же в семье есть еще детки, которые уже заболели каким-либо инфекционным заболеванием. Однако часто родители рассчитывают на авось. Сейчас ребенок очень хорошо себя чувствует. Нам оказали квалифицированную медицинскую помощь. Ребенок сейчас себя чувствует хорошо, и вот идем на выздоровление. Когда ребенок заболевает, у родителей возникает много вопросов. Что с малышом, насколько это опасно, как долго он будет заразен для окружающих, какими осложнениями чревата та или иная детская инфекция. Безусловно, на любой из этих вопросов сможет ответить педиатр или инфекционист, но знание основных симптомов и возможных осложнений поможет родителям вовремя оказать малышу помощь. Выезжая в инфекционный центр за комментарием врача-инфекциониста, зная, что любая инфекция передается воздушно-капельным путем, я запаслась медицинской маской в мерах предосторожности. Но у врача оказалось предложение получше. Она вышла к нам навстречу. У нас в республике актуальна эта тема инфекционных заболеваний. Если есть какие-то сезонные инфекции, есть такие? Ну, сезонные. Не сказать, что прям такие сезонные у нас есть. У нас, если есть корь в саду или в школе, например, то все, кто был в классе, допустим, один ребенок заболел, и кто был в классе, в течение 3 недель заболевают. А так вот конкретной такой сезонной инфекции я бы даже не сказала, что есть. Инфекционные болезни, к сожалению, являются неотъемлемой частью нашей жизни. Одни возбудители инфекций сменяются другими, отчего и возникают новые проблемы их профилактики. На настоящий момент риск заражения инфекционными заболеваниями остается достаточно высоким. Поэтому на сегодняшний день проблема проведения профилактических мероприятий заболеваний по-прежнему актуальна. В группе инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, относятся такие инфекции, как корь, краснуха, скарлатина, ветряная оспа, эпидпаратит. Но частота встречаемости, сейчас у нас нет в республике такого подъема этих инфекций. Например, у нас в отделении на данный момент лежит 4 детей с корью. С ветряной оспой никаких пока ни одного ребеночка нету. Ну и больше с респираторной вирусной инфекцией детки лежат. Конечно, мало кто из родителей решается заниматься самолечением, когда речь идет о детях. И многие понимают, что только педиатр способен поставить точный диагноз и назначить правильный для ребенка курс лечения. Однако проблема чаще заключается в другом. Не всегда родители способны заметить и определить первые симптомы заболевания, в то время как дети часто подвержены инфекционным болезням, и в случае позднего обнаружения основных признаков могут также пострадать окружающие. Лечение этих инфекций, но применение идет в основном симптоматических средств, противовирусных, иммуномодуляторов. Названия таких детских болезней, как ветряная оспа, скарлатина, корь, краснуха, коклюш, у всех на слуху. К примеру, ветряная оспа, иначе говоря, ветрянка, называется так, потому что ее буквально приносит ветер. По воздуху вирусы могут перемещаться на несколько метров, и для них не обязательно немедленно перейти с одного теплого тела на другое. Они способны жить в атмосфере в ожидании более слабой жертвы. Обычно эта инфекция настигает детей в возрасте от 3 до 10 лет. Единственный плюс, что повторных случаев этого заболевания нет.
у вашего ребенка ветряная оспа. Чтобы вас вылечить, никакого страшного лечения здесь нету. Желательно все элементы, которые у вас есть на тельце, обрабатывать либо фукарцином, такая красная жидкость есть, либо бриллиантовой зеленью. Обрабатывайте 1 раз в день ушной палочкой, наносите на каждый элемент этот раствор. Кроме этого, желательно иммуностимулирующие препараты, витаминотерапия, пусть будет даже ревит, чтобы иммунитет не ослаб во время инфекции. По 1 дрожжинке мы даем 2 раза в день ревит в течение 10 дней подряд. Кроме этого, если будет отмечаться зуд, то кожица чешется у ребеночка. Можно подавать диазолин возрастной дозировки. По половинке таблеточки 2 раза в день в течение 5 дней подряд. И желательно через 5 дней прийти на консультацию к педиатру. Так, заболевание инфекционное, воздушно-капельное передается от другим детям, если есть у вас дома контактные. В течение 21 дня на улицу не выводить, в детский садик не водить и желательно домашний режим. Прививки от ветряной оспы не существует. Оптимальный метод защиты – карантин. От ребенка можно заразиться вплоть до 5-го дня с момента возникновения последнего высыпания. Все начинается резким ухудшением общего состояния. У ребенка повышается температура, распространяется сыпь в виде красных узелков. Ребенок испытывает сильный зуд при появлении каждой волны сыпи. Ветряную оспу тоже в легких формах можно лечить дома. Госпитализации подлежат дети до года ветряной оспой и осложненная ветряная оспа. Тоже бронхиты, пневмонии или энцефалиты. Ну, встречается тоже ветряной энцефалит у детей. Осложнение ветряной оспы. Основным лечением является соблюдение гигиенического режима. Нужно полоскать рот после еды кипяченой водой или раствором фурацилина. Пузырьки обрабатываются 1% раствором зеленки. Во время жара ребенку нужно много пить и лежать. Для снижения зуда и раздражительности используют настой пустырника и валерианы. Все это в подробностях распишет вам врач-педиатр. Другая детская инфекционная болезнь – скарлатина, вызывается стрептококком и всегда начинается остро. Скарлатина, начало заболевания какое? Начинается с обычной ангины. Болезнь. Ангина, температура, отказ от еды, слабость, вялость. Ребенок бывает капризный зачастую. Температура поднимается до 39 градусов. Ребенок испытывает сильную боль в горле. Появившаяся сыпь за несколько часов распространяется по всему телу. Скарлатину лечат с помощью антибиотиков. На 2-е сутки больной уже чувствует облегчение. При правильном лечении выздоровление происходит через 7-10 дней. Паротит, также называемый в простонародье свинкой, в нашей республике не встречается. В любом случае за этот год ни одного случая не было эпидпаротита. Но заболевание также передается воздушно-капельным путем, характеризуется повышением температуры тела, самозаболевания, и увеличением лимфоузлов углочелюстных, а также припухлость бывает в области уха. Ребенок при свинке не может открывать рот, отказывается от пищи, капризный, вялый. Паротит, он, как правило, опасен для детей мужского пола. Вы, наверное, знаете, что в дальнейшем дети, которые переболели паротитом, может развиться бесплодие. Это очень опасное осложнение, поэтому каждый родитель должен очень сильно задуматься, прежде чем отказаться от проведения вакцинации, того же паротита, допустим. В те времена, когда не было прививок, большинство людей успевало переболеть корью еще в детстве. Единственным исключением были и есть дети до 3 месяцев. Дело в том, что они являются невосприимчивыми к коре и другим инфекционным болезням, так как у них еще сохраняется пассивный иммунитет, полученный от матери. Но это опять-таки в случае, если мама в детстве переболела этими болезнями. Кстати, о материнстве. Не все знают, что таким инфекционным заболеванием, как краснуха, желательно девочкам не болеть. Краснуха, она протекает, если более легче, конечно, намного легче, чем корь. Осложнений я не видела пока после краснухи. Прививка от краснухи, в основном она важна для девочек, чтобы не было никаких осложнений во время беременности. Каждый, наверное, знает, что контакт беременной женщины с ребенком больным краснухой – это очень опасно, потому что могут возникнуть различные уродства. Краснуха встречается очень редко. За этот год, если и было, то 2 случая детей с краснухой. Легче протекает краснуха, нежели корь. Температура не бывает высокая, она 37,2, 37, 37,4. И сыпь в небольшом количестве, она появляется больше на разгибательных поверхностях кожи. И этапности высыпания нету. Пару дней высыпет сыпь, и все, симптоматика идет на спад. Легче. Краснуха тоже передается воздушно-капельным путем.
Восприимчивость к этой инфекции высокая, хотя меньше, чем к кори. Источник инфекции тоже больной человек. Есть данные, подтверждающие, что вирус краснухи может быть обнаружен в носоглотке уже за несколько дней до появления признаков заболевания и проявляться в течение 2 недель. Однако, как правило, больной бывает заразен короткий период от первого дня заболевания и в течение 5 дней после появления сыпи. Инкубационный период от 15 до 24 дней. Ну а если говорить о таком заболевании, как корь, то благодаря профилактическим прививкам в настоящее время заболеваемость ею значительно снизилась. Например, корь, заболевание кори, ребенок начинает температурить. Допустим, в начале заболевания может быть такая невысокая температура 37,5, 37,8. Появляются симптомы гриппа. Это насморк, чихание, слезотечение, такой кашель, сухой, частый. Потом по ходу прогрессирования заболевания, например, корь первые 3-4 дня такое гриппозное состояние, далее на 4-5 день от начала заболевания появляется на лице сыпь. И зачастую родители держат детей дома, думая, что это какая-то аллергическая реакция. Вообще сыпь является симптомом многих детских инфекционных заболеваний, поэтому к подобному проявлению нужно относиться серьезно. Лучше всего сразу обратиться в поликлинику, где педиатр установит характер недуга. Инфекционные заболевания вообще могут осложняться. Если ребенок с легкой формой инфекции может лечиться на дому, то средней тяжести и тяжелая форма этих инфекций, допустим, кори или ветряной оспы, подлежит лечению в стационаре. Осложняются инфекции такие бронхитом, воспалением легких, пневмонией, менингитами, энцефалитами. Часто болезни, такие как ветрянка, корь или краснуха, в детском возрасте протекают легче. Объясняется это тем, что все же дети выносливее, чем взрослые, хотя некоторые инфекции и у них могут давать осложнения и иметь серьезные последствия. У ребенка сейчас температура, ребенку мы сделаем укол аналгин-димедрола в мышцу, а потом поставим вазофикс. Чтобы не колоть несколько раз, не откалывать ребеночка, вазофикс будет стоять в вене, и будем несколько раз в день подключать капельницы, а также остальные уколы можно будет делать внутривенно. То, что касается кори, очень часто после кори может развиться коревая пневмония. Это часто мы получаем осложнения после кори. Кстати, именно до этого осложнения дошло состояние маленького пациента. По словам врачей, ребенок уже поступил с осложнением. Отсюда вывод. Если бы родители мальчика обратились к врачам при первых же симптомах кори, то, возможно, малыш уже находился бы в стадии выздоровления. К сожалению, это не единственное осложнение кори. И по мере возраста ребенка и тяжести заболевания кори может давать и другие последствия. Коревой энцефалит бывает, осложнение на почке в виде пилонефритов. Кроме этого, коревой эндокардит может быть, развитие осложнения на сердце может быть после перенесенной кори. Да и сама корь, которой ребенок переболел, если даже нет никаких таких тяжелых осложнений, в любом случае это мощный удар по иммунитету. И ребенок после перенесенной кори, как правило, чуть ли не каждый месяц у него возникает в тяжелой форме ОРВИ, бронхитов и так далее. Он в поликлинику обращается очень часто. Почему мы говорим, что нужно не ждать, пока получит ребенок осложнение? Видите, что ребенок чуть-чуть начал кашлять, чуть-чуть у ребенка появился насморк. Конечно, обязательно его нужно повести в лечебную сеть и к доктору показать этого ребенка, чтобы этот доктор наблюдал его. Чем раньше мы выявляем, тем легче вылечиться от этой болезни. Источником инфекции кори является опять-таки больной человек. Именно больной, а не ухаживающий за ним. Например, ребенок болеет, а мать ухаживает за этим ребенком, и, допустим, мать поехала в гости куда-нибудь. Поехала, эта мать, она не заразна. Если она переболела этой инфекцией, или у нее, допустим, организм справляется. В общем, здоровая мать, ухаживающая за больным ребенком, она для других окружающих не является заразной. Через третьих лиц инфекция не передается. Почему мы всегда детей, которые заболевают у нас инфекциями, их отделяем вообще целым корпусом от всех остальных детей? Потому что через каждую вентиляцию микроорганизмы могут попасть в любое время. Даже мы считаем, если мы идем с вами, ой, а почему я же в контакте не был с гриппозным больным, почему у меня там простудные явления идут?
Потому что при чихании, при кашле миллион микроорганизмов оседает даже у нас на одежде. И мы можем нечаянно протереть и дотронуться до кончика носа, занести сами себе этот вирус. Однако вирус может распространяться с потоком воздуха в соседние комнаты, через коридоры и лестничные площадки, даже с нижнего этажа на верхний по вентиляционной системе. Кстати, о вентиляции. В инфекционном центре в воздушно-капельном отделении широкие трубы системы вентиляции напротив рассчитаны для того, чтобы в каждой палате воздух не застаивался, а постоянно сменялся свежим. Также здесь по инструкции предусмотрены кварц-лампы. Этот фиолетовый свет является губительным для всех вирусов. Больной ребенок должен находиться в отдельном помещении, чтобы избежать контакта с другими детьми. Но эти инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, они чем плохи? Тем, что эти вирусы, они передаются по воздуху. Например, ветряная оспа. Если в доме болеет ребенок, то изолировать этого ребенка в отдельную комнату уже нету смысла, потому что вирус летучий и передается через все щели. Постельный режим – тоже необходимое условие быстрого выздоровления. Кормить малыша нужно легкой домашней пищей, давать много пить. Чтобы избежать заражения, родителям нужно носить маску и менять ее каждые 2 часа. Комнату больного нужно проветривать, но не переохлаждать. Типичная корь, сыпь появилась с лица у девочки. Температура тела пока еще сохраняется. Сегодня высыпание было на нижних конечностях. Жалобы мамы на частый кашель, тошноту, периодически рвоту, высокую температуру, ребенок вялый. От кори ребенок не привит. Вчера поступил ребенок, свежее поступление. В общем, лечение получает, установлен катетер периферический, капельницы получает, уколы получает все сюда в вену. Конечно же, переболеть детскими инфекциями лучше в раннем возрасте, потому что подростки и люди старшего возраста болеют намного тяжелее, с гораздо более частыми осложнениями. Положительной чертой всех детских инфекций является то, что после заболевания развивается стойкий иммунитет. На этом свойстве и основана их профилактика. Разработаны вакцины, которые позволяют сформировать иммунологическую память, которая затем борется с этими инфекциями намного легче. Самая лучшая профилактика инфекционных заболеваний – это иммунизация, то есть вакцинация. Это лучшая профилактика. Другая профилактика – это чтобы дети не были в контакте с инфекционными больными. Даже здоровый человек, если он где-то в контакте, допустим, корь, краснуха, эпидпаратит, туберкулез – это воздушно-капельная инфекция. Как бы мы с вами не поднимали свой иммунитет, если даже через каждую щелочку проходит данный вирус, данный микроорганизм, как мы можем с ним бороться? Только вакцинация. Методы профилактики капельных инфекций заключаются в чем? Это своевременная вакцина, профилактика, это в первую очередь. Далее изоляция больного, желательно, ребенка в отдельное помещение. И методы укрепления организма здоровых детей. Это витаминотерапия, также иммуномодуляторы. По словам врачей, залогом детского здоровья в младенческом возрасте является грудное вскармливание. Поэтому необходимо как можно дольше поддерживать лактацию. Кроме того, доказано, что дети на естественном вскармливании и в дальнейшем имеют более сильную сопротивляемость к инфекциям, чем дети-искусственники, так как вместе с материнским молоком они получили и антитела, препятствующие развитию многих инфекционных заболеваний.